И вот и все это происходило на наших глазах, и все это было понятно, к чему придет, но все ждали какой-то реакции из Киева, все ждали команды. Нужно было ли ее ждать? Вот как вы считаете? Ну, я считаю так, что в условиях, когда все-таки в Киеве происходили кардинальные изменения политического характера, я имею в виду прежде всего события на Майдане, бегство президента Януковича, конечно же, и сотрудники милиции, и сотрудники СБУ, и военные должны были действовать по уставу. И по уставу они не обязаны ждать какой-то команды с самого верха. А вот в связи с этим вот вопрос. С предыдущим гостем здесь мы говорили о том, что был такой эффект вероломства. Просто никто не ожидал. А действительно ли никто не ожидал? Или это было настолько все уже коррумпировано, настолько уже все куплено, и везде, там, чуть ли не на каждом звене командования сидел предатель? Нет, я думаю, что здесь как бы совокупность обстоятельств была. То есть, с одной стороны, это действительно была неожиданность. Да, россияне, у них был заранее подготовленный план. Было видно, что они не на коленке его разрабатывали, да, и заранее готовились. А непосредственно в Крыму события развивались очень ситуативно. То есть, я убежден до сих пор, что если бы был оказан вооруженный отпор этим зеленым человечкам, если бы, скажем так, силовики, а может быть и просто граждане с оружием начали бы сопротивляться там, Путин, может быть, и отступил. Потому что, ну, вы помните всю внешнюю конъюнктуру в тот момент, это была Сочинская Олимпиада, финал, да, все, значит, заняты этой Олимпиадой, все мировое сообщество следит за ней, и события в Крыму, начало событий в Крыму, они развивались подспудно, то есть мировое сообщество не особо сильно этим вопросом интересовалось. Вот если бы действительно те же сотрудники милиции просто достали бы табельное оружие и начали выполнять свой долг, я убежден, что Путин бы отступил. Он бы сказал, да, может быть, провокации отдельных каких-то там инсургентов, каких-то отдельных казаков и так далее. Но случилось то, что случилось. История не знает сослагательного наклонения, и поэтому, собственно, процесс этот и произошел.